этом уроке вы узнаете о полимеризации этилена. Вы узнаете, как рисовать полиэтилен и о применении этого полимера. Полиэтилен образуется в результате полимеризации этилена. Этилен – это алкен с двумя атомами углерода, соединенных двойной ковалентной связью. Полимеризация происходит, когда эта двойная связь разрывается при температуре около 200 градусов Цельсия и очень высоком давлении 2000 атмосфер. При разрыве двойной связи соседние молекулы соединяются вместе, образуя очень длинные молекулы этой повторяющейся единицы. Повторяющаяся единица известна как мономер. Так, например, в полиэтилене мономером является этилен. Как вы можете себе представить, используя разные мономеры, создают разные полимеры с разными единицами повторов вдоль цепи и, следовательно, с разными свойствами. У нас также есть видео, объясняющее полимеризацию пропана и хлоротена. Чтобы написать уравнение для полимеризации этилена, вы должны сначала начать с реагента этилена, а чтобы показать полимерный продукт, мы должны разорвать двойную связь и расширить ковалентную связь за пределы каждой стороны квадратной скобки. Это показывает нам, что именно эта единица повторяется вдоль длинной цепи молекул. Поскольку число молекул, которые могут соединяться вместе, чтобы составить полимер, может варьироваться, мы используем n для представления числа повторяющихся единиц. Следовательно, мы должны вернуться к этилену и уравновесить уравнение с n, число входящих в него молекул этилена. Этот тип полимера называется дополнительным полимером. Мономер просто повторяется и образуется только один продукт, сам полимер. Число молекул, которые соединяются вместе, может меняться. Где-то между 2000 и даже 20 тысяч делает эти молекулы длинными. Эта длина длинной цепи дает начало некоторым из его свойств. Существует два различных вида полиэтилена – низкой плотности и высокой плотности, различающие по способу их изготовления и своими свойствами. Полиэтилен низкой плотности обычно используют для пластиковых пакетов и подобных тонких листов, таких как изделия с низкой прочностью. Полиэтилен высокой плотности часто называется ПЭВП, прочнее и имеет более высокую температуру кипения. Он имеет много применений, некоторые из которых включают пластиковые бутылки, химические и водопроводные трубы, контейнеры для хранения пищевых продуктов и даже складные стулья и столы. Теперь к концу видео вы должны быть в состоянии написать уравнение для образования полиэтилена и привести примеры некоторых применений этого полимера.